Идея была и цель была всегда найти его, но сподвигла фотография. Ну, вот данная фотография, которую мне передал родственник, и с нее и начался мой поиск. Потому что на обороте этой фотографии есть надпись, что сегодня посетил такую дверь, после которой он пересмотрел всю свою дальнейшую жизнь. Естественно, мы догадываемся, какая это была дверь, потому что датирована эта фотография маем 1937 года, а в 1937 зимой его отца арестовали, и родственники о нем ничего не знали. Он был имамом в деревне Буюк-Ас. Знаю опять-таки только имя Аджупа. Аджи Вефа, Буюк Аджи Вефа. После, видно, допроса он сделал какие-то выводы для себя. Видно была тревога, потому что он сфотографировался и раздал всем родственникам. Бабушка была безграмотная, твердила только о его имени Фета, Фета, Фета. Естественно, дети стали Фетаева Аблялим, Фетаева Муслиме, и она, мама их, Фетаева Теслиме. Больше о нем мы ничего не знали, только знали имя. И когда я увидела роспись, я увидела букву В. А его сестра говорила, что папу звали Аджупа. У меня были варианты Аджи Вефа, Аджи Мефа, Вефа. И вот таким образом я его искала как Вефаев или Аджи Вефаев. Ответы приходили: нет, не имеем, не знаем, такого нет, отсутствует. Я цеплялась за его работу, потому что он был бухгалтером в двух колхозах – Кизилтабан и Ким. И был он человеком грамотным, но опять-таки никакой информации. Опять-таки век интернета, видно, пришло то время, когда оцифровали его данные и выложили в интернет. И мои поиски были безрезультатны, но мне помог Эдем Дудаков. Я обратилась к нему, потому что я писала очень многим. Вот Эдем Ага мне как в сказке. Я читаю месседжи, вижу о нем данные. Сердце ёкнуло, это он. Это он. Вот он мне нашел о нем информацию, Саголсон. Ну и потом я стала писать в архив Подольска, Министерство обороны. Ну а потом посыпались ответы. Потом, когда я уже получила с Питера, с медицинского архива письмо о том, как он был ранен, когда он был ранен, сколько он пробыл в госпитале. Он с 21 по 24 января находился в лесу, раненым, который подорванный на мине, пробитым легким, разорванным плечом, бедром. И вот он 3 дня находился вне госпиталя. Потом его с 24-го определили в госпиталь, и он 12 февраля от пневмоторакса, от попадания легких воздуха скончался. Когда я увидела о том, что его фамилия, имя и где он погиб, это деревня Сырокаска, Ленинградская область, и там когда черту ведешь, написано увек, кого увековечили, а у него ничего нет. То есть он был не увековечен. По причине, естественно, наверное, по определенным причинам.
написали в письме, что если я докажу, что это он, предоставлю документ о извещении о смерти или его метрические данные, то я смогу увековечить как Вифая Фета. Но я написала о том, что как в этот момент мою бабушку выселяли, что никакого документа нет, и просьба увековечить его под его настоящим именем. Они пошли мне навстречу. Такая личность, ну не мог он как-то просто взять и исчезнуть. Я в это верила, знал, что я дойду, найду. Теперь у меня такая цель, поставленная задача его увековечить на родине, где он жил, родился, жил, трудился.